Бюджет Абхазии в этом году составил около 12 миллиардов рублей. Сумма, как отметили на заседании, солидная, но все же недостаточная, чтобы покрыть нужды республики. Так что и в этом году бюджет у нас дефицитный. Но, как подчеркнула министр финансов Амра Кварандия, доходно-расходная его часть выросла на 40% в сравнении с прошлым годом. Бюджет социально ориентированный, в первую очередь направленный на повышение заработной платы госслужащих. Дефицит составляет 240 523,2 тысячи рублей. Первую главную задачу, которую мы должны были выполнить в этом бюджете, это повышение заработной платы. Провели пересчет заработной платы по всему бюджету, в первую очередь это в социальной сфере. Главе Минфина задавали вопросы руководители министерств и ведомств. В частности, министр культуры Эльвира Арсали уточнила, почему столь незначительно повышают заработную плату работникам культуры, всего на 3%. Амра Кварандия ответила, что в этой сфере зарплата самая высокая и составляет в среднем 12,5 тысяч рублей. Министр внутренних дел Рауль Лолуа настоял на дополнительных выплатах лучшим сотрудникам МВД и получил личное согласие главы правительства. Найдем вам эти 3 миллиона, работайте хорошо. Наш бюджет не отражает нашу действительность, нашу повседневную жизнь. Сколько людей приходит за отдельным финансированием? Ну, что делать? Надо менять параметры не просто нашего бюджета, надо работать над экономикой. С оговорками о том, что будем жить на то, что имеем, правительство единогласно приняло документ. Кабинет министров также разрешил использовать территорию в пределах контрольно-пропускного пункта ПСОУ для организации магазина беспошлинной торговли ООО «Абсны Дьюти». Мы вносим изменения в нормативные акты, которые регламентируют вопросы предоставления права на использование территории контрольно-пропускных пунктов для открытия магазинов беспошлинной торговли, а также иной хозяйственной деятельности, которая может осуществляться на территории пунктов пропуска. Мы заложили такие изменения в законодательство, а также даем конкретной организации разрешение на использование территории. Необходимые лицензии у этой организации есть. Главы министерств и ведомств также определили состав комиссии по установлению границ особо ценных земель при Каманском храмовом комплексе. Было решено включить в нее экологического прокурора, священнослужителя и представителя Министерства культуры. Также на заседании утвердили состав коллегии Министерства юстиции Республики. В состав коллегии министра юстиции входит заместитель министра, директор подведомственного учреждения научно-исследовательского института судебных экспертиз и начальники структурных подразделений, то есть отделов Министерства юстиции. Ряд вопросов был отложен до следующего заседания. Среди них о создании кадастровой палаты республики и о внесении изменений в правила дорожного движения Абхазии. Балакварчи, Алексей Агуха, Абхазское телевидение.